Здравствуйте, на телеканале БСТ время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова и в начале коротко о главном. С ветерком по республике. Майрельш, разрешите открыть движение? Разрешаю. Поехали. В Башкортостане открыли новый участок трассы М-12 Дюртюли-Ачит. Это самый масштабный дорожный проект в стране за последние десятилетия. Русские истребители на башкирских авиадвигателях. Уфимское моторостроительное производственное объединение отметило вековой юбилей. Предприятию всегда идти вперед, как это было предыдущие 100 лет. События мирового масштаба. Я поздравляю Российскую Федерацию от имени всего комитета с включением этого объекта в список всемирного наследия. Пещера Шульганташ вошла в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Что позволит привлечь больше туристов и ученых в нашу республику. Сократит движение в пути и обеспечит безопасность. Автомобилисты начали пользоваться новой скоростной четырехполосной автотрассой Дюртюли-Ачит протяженностью 275 километров. Она входит в состав автомагистрали М-12 Москва-Екатеринбург и проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Строительство крупной транспортной артерии скажется на безопасности, качестве поездок и не только, говорят эксперты. Их мнение выслушала Анастасия Чебаева. С нами города становятся ближе. Слоган, который как нельзя лучше подходит новому участку трассы, что стал продолжением скоростной магистрали М-12, маршрут Москва-Екатеринбург. Время в пути благодаря ей сократится практически в 2 раза, с 35 часов до 17. Это самый масштабный дорожный проект в стране за последние десятилетия. И не только по протяженности маршрута, но и благодаря одновременно задействованным в строительстве рабочим и спецтехнике. Новый участок трассы М-12 Дюртюли-Ачит протяженностью 275 километров. Связывает Поволжье и Урал. Строительство началось в 2022 году. Чтобы завершить его за короткий срок, в пик работ было задействовано более 5500 людей. И именно дорожники начинают движение. Детская красота. Даже сердце радует. Работа от души отработали. Приятно смотреть на нашу дорогу. Старт движению в режиме видеоконференции дал Владимир Путин. Майрельш, разрешите открыть движение? Разрешаю. Поехали. В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными, безопасными. Увеличится количество перевезенных пассажиров и грузов. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма. Станут более доступными для граждан природные и культурные достопримечательности нашей страны. Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Из 275 километров нового участка 140 проходит по территории Башкортостана, затрагивая 3 района – Дюртюлинский, Бураевский, Тытышлинский. Помимо этого, в республике еще в декабре после реконструкции был открыт 65-километровый участок М7, который стал частью М12. Новая дорога позволит сократить время пути. Так, в Екатеринбурге теперь можно будет оказаться на 2 часа быстрее. Она огромное значение имеет. Она имеет огромное значение для автомобилистов. Сокращение примерно времени, доезда теперь до Екатеринбурга, Казани, Москвы, других городов где-то почти в 1,5 раза. Эта трасса, это параллель нашей, в некотором смысле, трассе М5, которая, вы знаете, страшно перегружена, поэтому мы думаем, что часть пассажиропотока, часть грузопотока здесь пойдет. Здесь надо принимать определенные интеллектуально-логистические решения, над чем будем уже вместе с федеральным агентством работать. Здесь, конечно, очень большая и, главное, это экономическая составляющая. 4-полосная бесшовная трасса, значит, без единого светофора. На 275 километрах нового участка создано 9 биопереходов для диких животных. Построено 12 мостов, и один выделяется особенно – 800-метровая переправа через реку Белую.
Он построен, опять-таки, по технологии, которая не имеет аналогов. Я считаю, всего 5 мостов в России построено, 3 из них уже на трассе М12. Когда агрегаты на весу друг к другу идут, стыкуются, это все происходит за очень короткие сроки. Перед аграриями районов, через которые проходит трасса, откроются новые направления для реализации продукции. И в целом бизнес в различных сферах получит импульс. Для логистических компаний это опять-таки сельское хозяйство, торговли. В разы сокращается время доставки товаров. Ну и, соответственно, увеличится товарооборот. Это очень своевременно и актуально на сегодняшний день. Опять-таки, это дополнительные рабочие места, потому что будут открываться со временем сервисы обслуживания, где люди будут трудоустроены и работать. Все это дополнительное поступление в бюджет. Другой немаловажный фактор – открытие трассы скажется на загруженной дороге М5. Данная трасса, она, конечно, в первую очередь обеспечит безопасность дорожного движения у нас в республике. Почему? Потому что с региональных и межмуниципальных дорог уходит поток грузовых автомобилей на эту трассу. Трасса оснащена по последнему слову техники, и освещение, и барьерное ограждение, и разметка. Все есть для того, чтобы спокойно двигаться по дороге в 100-120 км в час. Ну и, конечно, это сокращение времени в пути. В 1,5 раза сократится время до Екатеринбурга от Уфы. Это очень хорошо экономит и бензин, и время. Куда комфортнее станет посещение Башкортостана и для путешественников. Министерством предпринимательства и туризма сейчас, кстати, разрабатывается новая региональная программа «Золотое кольцо Башкортостана», куда как раз включены 3 района республики, по которым проходит трасса. И сейчас мы занимаемся тем, что подыскиваем как раз-таки по этой трассе в определенных участках, муниципальных образованиях территории, где могли бы создать комфортные условия пребывания в виде кемпингов, может быть, кемпингов. И сочетание увеличения количества потока и экономической составляющей Республики Башкортостан, соответственно, в связи с приездом наших гостей, оно, конечно, нам позволяет гарантировать увеличение по всем показателям. С учетом открытого ранее участка М7, который стал частью М12, Башкортостан получил 205 километров новой комфортной дороги. Это, конечно, доверие, уважение и то, что такой регион, как Башкортостан, деньги, вложенные в него, федеральные, это не какая-то благотворительность. Это деньги в будущее страны, будущее республики, импульс развитию этих территорий. Вот поэтому, кстати, в свое время руководство республики добивалось, чтобы вот эта трасса федеральная Москва-Екатеринбург, там же можно по-разному было построить дорогу. Дорога платная, в формате «Свободный поток». Госномер фиксируется автоматически, а уже через сайт или приложение можно будет оплатить проезд. Уфу от М12 разделяет более 100 километров дороги, которую тоже ждут изменения. Стоит серьезная задача притяжки трафика на М12, выхода из крупнейших агломераций, из опорных населенных пунктов на М12. В этом плане по Республике Башкортостан очень важна для нас реализация тех намеченных планов по реконструкции участка М7 от Дюртюли. В ближайших 5 лет эту работу обязательно завершим. Чтобы мы с Уфы выезжали, 4 полосы и по 4... 4 и более. 4 и более, да. И мы по этим полосам доезжали по такой же категорийной дороге, доезжали до М12 на разворот и улетали, соответственно, уже куда, кто направо, кто налево, как говорится. В этой части республики, говорят эксперты, такая транспортная артерия была уже просто необходима. Дорога, что связала Поволжье и Урал, Восток и Запад. Следующий этап – продление М12 до Тюмени. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов, Иван Шабрин. Итоги недели. Башкортостан занимает 2-е место в стране по протяженности автодорог и 1-е место в ПФО – более 51 тысячи километров. Дорожно-транспортный комплекс – важная часть экономики. Чтобы транспорт ходил бесперебойно, грузы доставлялись вовремя, движение по трассам было комфортным и безопасным, необходимо, чтобы дороги были качественными. Большое интервью главы Башкортостана Ради Хабирова о развитии дорожной инфраструктуры смотрите далее. Ради Фаридович, долгожданное событие, но вот только что в разговоре с нами сказал глава Росавтодора, что эта дорога могла и не пройти по территории республики. Ведь это, благодаря решению президента это случилось. Вообще понятно, что вести дорогу по соединить Запад-Восток нашей республики, конечно, это поручение президента, она бы в любом случае была. Вопрос был другой. Куда она пойдет и насколько она захватит территорию нашей республики. Здесь мы активно работали
и с правительством, и обращался к президенту, чтобы все-таки вот в этой части нашей республики мы испытывали недостаток такой дороги. И вообще с учетом напряженности южной части, вот центральной части, мы же все-таки находимся на пересечении северо-востока, она нам очень нужна была. Поэтому, конечно, здесь президенту спасибо прежде всего. Ну и сами посмотрите, основное тело дороги проходит у нас 140 километров, плюс еще обход 5 населенных пунктов Илишского района. Вот добавляйте 60 с лишним, 205 километров дорог новых. Сами видите, какая дорога, поэтому это очень важное значение имеет. Ну, во-первых, я уже говорил, что сокращение скорости. Ведь сейчас и для автолюбителей, и для работы, и для экономики, и для пассажиропотоков очень важна хорошая дорога, бесшовная дорога, как эта дорога. Поэтому я думаю, что здесь экономика будет очень серьезная. Но важно и то, что вы сегодня вот слушали, что эта дорога сама по себе еще не полетит. У нас неплохая дорога от Уфы до М12, вот сюда вот, нам доехать. Ну, по сути, это до Дюртюлинского района нужно доехать, чтобы с Уфы, и выскочить на эту трассу, и, как говорится, кто влево, кто вправо. Наша сейчас задача довести до первой категории выезд из Уфы, до М12. Эти уже деньги есть, отдельные участки уже проходят проектирование. И в стратегии развития на 6 лет это будет сделано. Мы бы это сделали раньше. Ну, все понимаем сейчас, что ситуация непростая, часть каких-то трат мы сняли, понятно. Вот, поэтому эта дорога, план большой. Мы постоянно ведем работу с федеральным агентством и Министерством строительства. Это, конечно, М5, потому что вы видите, там нам еще предстоит большой объем работы и Челябинска до Уфы дотянуть, чтобы у нас там очень тяжелый участок от Балтики до границы с Челябинской областью. И пока мы бьемся за то, чтобы в ближайшие 5 лет выделились деньги на проектирование. Потому что, ну, скажем так, эта дорога нет в главном приоритете в общефедеральном масштабе, но она, дорога, действительно создает такое бутылочное узкое горлышко, и что там зимой особенно практически не проехать. Но сейчас ведь мы сделали определенную параллель, сделали альтернативу. Все-таки Бирж-Таста-Басадка есть, вот эта дорога есть. Понятно, это расстояние побольше, но, тем не менее, это определенная безопасность все-таки. Безопасность, да, альтернатива. Ну, начали мы в этом году уже то, что говорили. Это просто чудом дотолкали эту дорогу. Это объезд Стерлитамака, тяжелая трасса, и там поток. Мы же еще, ведь деньги когда идут? Когда мы видим интенсивность определенную. Вот пришла определенная интенсивность, значит, мы можем работать с федеральным правительством до этого. Мы до Зергана примерно ее будем тянуть. Работы начались. Я думаю, что где-то в 27-м, край 28-м году мы ее уже сделаем. Это будет 4 полосы. И тоже хорошая дорога. Ну, считайте, вот сейчас вот с этой агломерацией Ишимбай, Салават, Стерлитамак долетать будет практически очень быстро. Огромные требования у нас есть. Вот по этой дороге у нас все-таки сейчас опять на этом работа не завершается. Очень много дорог было побито, потому что большегрузная техника, такие масштабы быстро делаются. Нам надо восстанавливать эти дороги. Значит, часть уже Росавтодор начал восстанавливать, часть мы из Дорожного фонда выделили. Значит, нам надо приводить дороги в наших крупных населенных пунктах, поэтому вот такие объемы, конечно, прям радуют, потому что мы можем сосредоточиться все-таки на таких наших региональных, муниципальных дорогах. Весь Дорожный фонд у нас прекрасно туда идет, поэтому очень хорошая. Вот за моей спиной, посмотрите, мост 800 метров, современная технология. Но этот мост, ну, скажем, миллиардов 5-6 денег. И сами дорожники очень им гордятся. Да. А таких мостов, переходов у нас 6, если я не ошибаюсь, или 7. Ну, поменьше остальные, но тем не менее. Вот такие объемы работы. Поэтому всем спасибо, рабочим спасибо, дорожникам нашим. Поэтому это событие для республики. Ну и дорожная сеть республики, она одна из самых протяженных в Российской Федерации, работы еще много. Да, это, знаете, и беда, и счастье. С одной стороны, хорошо, когда дорог много, но плохо, что, как говорится, денег не хватает, чтобы вот прям все дороги так вести. Вон уже первые поехали жители. Вот. И весь дорожный фонд, работаем над увеличением дорожного фонда. Ведь у нас сейчас большая работа ведется по весовому контролю, потому что все главы муниципалитетов жалуются, что большегрузная техника дороги разбивает. Мы целую программу примем, она не быстрая, эффект даст. Но в течение 3-4 лет мы получим хороший эффект, когда по нашим дорогам ездить на большой грузе будет крайне невыгодно. И мы сами свои какие-то меры придумаем. Вот. Но, вы знаете, для глав является определенной задачей, это программа фонящих дорог. Вот мы, мне кажется, начали ловить, что жители из года в год волнуют, и начали эти дороги приводить в порядок, именно точечно, целенаправленно. Дороги – это такая история, особенно в России, с огромными территориями.
Это наше и счастье, наши и боли, наши и проблемы. Ну, мы будем их решать. Спасибо большое. Век для обороноспособности страны. На неделе в столице отметили столетие со дня основания Уфимского моторостроительного производственного объединения. В церемониях приняли участие генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и глава Башкортостана Ради Хабиров. Капсула в форме авиадвигателя для потомков, небесные покорители, русские витязи, ключи от квартир сотрудникам и старт работе нового производства. О том, как прошел юбилей крупнейшего завода, в сюжете Динары Таймасхановой. Капсулу в форме авиадвигателя опускают в постамент на полвека. Внутри привет будущим работникам завода, артефакты современности, рисунки детей-сотрудников, книга и газета о предприятии. Событие историческое, нержавеющая туба будет хранить память о гордости башкирской промышленности до следующего юбилея. В этой капсуле будет информация для наших потомков о том, как развивалось предприятие, как оно созидалось, какие трудовые подвиги во имя своей Родины совершали многие поколения заводчан. Здесь будет информация о том, как живет предприятие сейчас, как оно развивается, как оно становится ведущим моторостроительным предприятием мирового уровня. Я хочу всем пожелать крепкого здоровья, благополучия, предприятию развития и предприятию всегда идти вперед, как это было в предыдущие 100 лет. В 1941 году Рыбинский завод и ряд других предприятий из Подмосковья, Ленинграда, Воронежа эвакуировали в столицу БССР. Так был создан Объединенный Уфимский ордена Ленина Государственный союзный завод номер 26, коллектив которого сразу налаживает бесперебойное производство авиационных моторов разных модификаций. На уфимских двигателях летал каждый третий боевой самолет. В послевоенные годы, благодаря двигателям ОМПО, в небо поднялись лучшие в мире истребители Су, знаменитые МиГи. Уфимский завод был одним из ведущих по выпуску ракетных двигателей, производства автомобильных моторов для москвичей. В день рождения завода подарки получили его сотрудники. Квадратные метры в новом арендном доме. В жилплощадь осталось только заехать. Ремонт и мебель уже имеются. На стенах телевизор, гарнитура на кухне. Супруг Татьяны Кундузбаевой работает на моторостроительном предприятии. У пары 3 детей и кошка, а теперь еще и квартира. Под стать их большой семье. Вообще мы жили в однокомнатной квартире. И сразу 3-комнатная, это вообще замечательно. Мы вообще очень рады. И очень хорошая такая программа есть, поддерживающая семей, тем более даже вот студенты молодые знают, где могут учиться и жить. Арендное жилье, ключи от которого получили первые новоселы, прежде всего для иногородних работников УМПО, у которых нет квартиры в Уфе. Расходы по возведению многоэтажки взял на себя инвестор, завод оформил ее в аренду. Семейным сотрудникам квартиры будут отдавать целиком. Жильцам нужно лишь оплачивать коммунальные услуги. В этом доме здесь 400 квартир, ну и часть из них для многодетных семей. А большая часть как раз для молодых ребят, которые еще не нашли себе спутников жизни, и они живут пока одни, но тем не менее, когда человек имеет свое жилье, гораздо проще сделать. Мы очень признательны Сергею Викторовичу вам, потому что вот этот вот дом, он, мне кажется, и окрыляет, и мы готовы, я говорил, поддержать дальнейшее предложение ОМПО, готовы и помогать выделением земельных участков, помогать и техприсоединением, то есть лишь бы строили, потому что людям надо жить. Вон, видели, какие ребята, это ребята достойны, с первого раза. Они делают своими руками, в общем-то, богатство нашей страны. А это уже запуск нового юбилейного производства «Центр компетенции алюминиевого литья». Уникальный инвестпроект, он имеет большое значение для промышленности страны и ее технологической независимости. Цель создания Центра технологической компетенции – изготовление отливок из алюминиевых сплавов для нужд всех предприятий ОДК по перспективным и серийным изделиям. Производственная мощность Центра до 375 тонн годного литья в год. Инвестиции в проект составили чуть более 9,5 миллиардов рублей. Современная технология литья под низким давлением уменьшает вес деталей, при этом повышая качество.
Продукция центра будет применяться в новейших авиационных двигателях. Вишенка юбилейного пирога – полет над городом авиационной группы высшего пилотажа военно-воздушных сил России. Русские «Витязи» – единственная в мире команда летчиков, которая выполняет групповой пилотаж на тяжелых истребителях. Зрелище завораживающее. Тысячи телефонов запечатлели небесные трюки на память. На площадке парка «Ватан» было не протолкнуться. Для уфимцев и гостей города прошел масштабный концерт. Я продолжаю династию своих родителей по ОДК ОМПО уже 25 лет в одном отделе с прекрасными условиями. Нам все очень нравится. Работаем, создаем на благо нашей страны. Юбилея не бывает без подарков. Коллектив ОДК ОМПО указом Владимира Путина награжден орденом Александра Невского. Это одна из почетных госнаград России. Поощрили также лучших сотрудников предприятия. С 1974 года связана моя жизнь с заводом. Тогда еще был ОМЗ, но я выросла, и завод вырос до ОМПО. У меня сейчас сын работает, сноха работает в заводе ОМПО. Раньше у меня тети работали тут до пенсии. Уфимское моторостроительное производственное объединение – башкирский бренд, известный далеко за пределами страны. В его цехах сегодня трудится более 26 тысяч заводчан. И каждый из них на своем месте вносит вклад в развитие авиационного двигателестроения России. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Тем временем свой вклад в научно-технологическое развитие страны вносят и молодые ученые из Уфы. Полина Полякова получила медаль Российской академии наук. Это престижная награда среди молодых специалистов. Она автор труда по получению металлических композитов методом компьютерного моделирования на основе алюминия. Результаты исследований открывают перспективы создания новых прочных материалов для применения в машиностроении, аэрокосмической отрасли, создании автомобилей и строительстве. Научную работу курировали сотрудники Института проблем сверхпластичности металлов РАН. В этом году учреждение отмечает 40 лет с момента его основания. О том, как в Башкортостане создают инновационные продукты и как помогают молодым ученым в республике, в материале Даниэля Байкова. Обнаружили, что наблюдается образование интерметаллидных фаз, приводящих к прочности структуры. С помощью электронного микроскопа Полина Полякова внимательно изучает последствия деформации металлов, чтобы получить композиты алюминия с титаном, магнием и медью. Девушка – автор научного труда. Результаты исследования открывают перспективы создания новых прочных материалов. Их можно применять для изготовления износостойких защитных покрытий, а также деталей машин. Также одной из возможных применений таких композитов является замена чистого алюминия в промышленности, поскольку такие композиты демонстрируют лучшие механические свойства. За эту работу Полина Полякова получила высшую награду среди молодых ученых страны – медаль Российской академии наук. Ей помогали сотрудники Института проблем сверхпластичности металлов РАН. В этом году учреждение отмечает 40 лет с момента основания. Его сотрудники разрабатывают передовые технологии, чтобы выпускать изделия для авиадвигателей, детали для нужд атомной промышленности страны и не только. В институте огромное внимание уделяют привлечению молодых специалистов из высших учебных заведений столицы. Именно для того, чтобы вовлекать молодежь с первых курсов, потому что у нас преподают профессора, доценты, которые имеют опыт работы в ведущих научных и образовательных центрах мира. Надо работать интенсивно и творчески, и не думать при этом о признании. Будете так работать, признание само к вам придет. Такому принципу следует и младший научный сотрудник института Нель Юсупова. Девушка получила региональный грант поддержки молодых ученых. 2 миллиона рублей она вложила в качестве первоначального взноса для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку. Это очень хорошая мера поддержки. То есть я получила субсидию, пошла в обычный банк, заключала сделку. Моя ставка 15,6 составила почти 25 тысяч. То есть наш институт старается закрыть какие-то базовые потребности человека, чтобы мы могли спокойно заниматься научной деятельностью.
Для научных умов республики есть все возможности для развития. Почти 900 миллионов рублей выделили на премии, гранты, улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым ученым. Вот каждый год мы выделяем по 100 миллионов. 100 миллионов на жилищные условия, 100 миллионов, соответственно, на финансирование стажировок. Ну, где-то там плюс-минус перетекают эти деньги друг в друга. Жилищные условия самые разные. Там, компенсация арендного жилья, первоначальный взнос на ипотеку, там, погашение части стоимости квартиры. Самые разные. Причем решают сами вузы это. Моя задача передать эти деньги туда. Уже достаточно большое количество молодых ученых этим воспользовались. И мы собираемся эту работу продолжать, и по мере возможности бюджета мы ее будем увеличить. Это главная задача, на мой взгляд, которую мы должны решить. По инициативе главы Башкортостана в республике активно создают инфраструктуру для ведения исследований. 4 университета региона вошли в программу «Приоритет-2030». Всего в Евразийском научно-образовательном центре размещены 18 молодежных лабораторий. В центре столицы строится межвузовский кампус, который будет состоять из нескольких небоскребов. Вторую очередь комплекса сооружений для ученых планируют сдать в 2027 году. Даниил Байков, Азат Ишбулатов, Шамиль Каримов. Итоги недели. Событие мирового масштаба. Пещера Шульганташ вошла в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо. Путь к признанию оказался непростым. Работу начали еще в 90-е. Новый статус Каповой пещеры получила в Париже. И, как отмечают эксперты, всех заинтересовало не только количество рисунков в ней, а наличие композиции, связи с фольклором и мифологией местного населения. Это считается редким фактом. Как удалось достичь такого признания и каким еще объектам хотят придать почетный международный статус, расскажет Алия Альтубаева. Я поздравляю Российскую Федерацию от имени всего комитета с включением этого объекта в список всемирного наследия. Поистине историческое событие. Башкиры вновь покорили Париж. А как еще обозначить эту победу? Столь значимое событие произошло в период весьма напряженных отношений с Западом. Но для науки и культуры границ, оказалось, порой не существует. Очень на высоком уровне была подготовлена информационное досье. На все вопросы заранее мы ответ дали и КАМОСу, и все требования ЮНЕСКО нашим правительством, нашей республикой, руководством нашей республики были выполнены. Это реставрационные работы в самой пещере, это система мониторинга, это система безопасности для туристов. Вот это помогло снять все вопросы. И у экспертов не было ни одного к нам вопроса. Одна из самых знаменитых в мире. По подсчетам ученых, пещере Шульганташ от 4 до 5 миллионов лет. А первый человек появился в этих краях около 17 тысяч лет назад. Теперь пещера вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКо, что позволит привлечь больше туристов и ученых в нашу республику. Ни с одной пещерой Евразии не связано столько легенд и преданий. Путь в мировой список оказался непростым. Работу по включению начали еще в 90-е. Важно было провести научные исследования. В их числе полное 3D-сканирование пещеры с получением поэтажного плана объекта. По словам ученых, у Шульганташа еще много нераскрытых тайн. Изученная площадь всего около 3 километров. Большое количество подобных памятников с наскальной живописью, с пещерной живописью, они имеют очень, европейских, они имеют очень скромные размеры. Шульганташ, Капова пещера, сама по себе полость гигантская. Включение в список всемирного наследия влечет за собой дополнительную ответственность и ограничения. В частности, власти должны улучшать инфраструктуру и обеспечивать сохранность объектов. Вход в залы, где обнаружены оригиналы наскальной живописи, перетянули специальной тканью. Зоолог, научный сотрудник нашего заповедника Александр Владимирович Рюмин обнаружил наскальные рисунки эпохи палеолита. Здесь вы можете увидеть только копии рисунков. Оригинал находится на 2-м этаже в зале рисунков. Вход туда закрыт. Оно и понятно. Микроклимат в пещере меняется, а туристов становится все больше. Это было сделано для сохранности древних изображений. Однако ограничений для посещения нет. Войти внутрь Каповой пещеры могут все желающие. Когда заходишь, она очень огромная такая кажется. А потом кажется, что так как-то все неизвестность. А когда начинают рассказывать, ты думаешь, да что это такое? Мне все понравилось. Я сам шахтер бывший.
Но видел, что, оказывается, еще красивее бывает. Второй раз уже приходим, и детям, и мне, и мужу. Все понравилось. Приезжают еще из других республик, еще из других городов, например, из Магнитогорска, там, из Москвы. Люди говорят, что они приходят из Москвы, например, сюда смотреть. Мне прям так ощущения другие вообще. Прям голову так поднимаешь и ходишь, прям вообще классно. По условиям ЮНЕСКО необходимо было выполнить целый ряд требований. Власти создали инфраструктуру для сохранения доисторической живописи и снижения антропогенного воздействия на пещеру. Построили ультрасовременный музейный комплекс и обновили туристические маршруты. В классе изучения эпоса «Урал-Батыр» установили информационные таблички, понятные даже ребенку. Кто кем приходится по башкирскому преданию, откуда взялись названия рек и гор республики, даже сопоставили эпос со сказаниями других народов. Здесь у нас представлен сюжет из эпоса «Урал-Батыр» и проведены параллели между мифологией, например, между мифологией китайской мифологии, индийской мифологии, древнешумерской мифологии. Те же самый Коран, например, можно увидеть момент из Корана, который есть и в самом эпосе «Урал-Батыр», Ветхий Завет, Библия, Евангелие и так далее. Пещеру порой именуют колыбелью цивилизации. Само название по одной из версий имеет символический смысл, говорят ученые. В башкирском современном языке есть слово «хул». «Хулахай» — это означает «левый». А в древнем, кажется, мировоззрении левая сторона – это связано с потусторонним миром. А Шульган – это как раз пещера, это вход в потусторонний мир. Это центр как раз, как бы, пуп земли. Оттуда и вниз можно уйти, оттуда же можно и наверх подняться. Башкортостан – один из активных участников проектов ЮНЕСКО. Достижение региона буквально месяц назад на встрече с главой республики отметил ответственный секретарь Российской комиссии в международной организации. Очень важно, что мы все это время создаем определенную инфраструктуру сотрудничества ЮНЕСКО. Это и ассоциированная школа ЮНЕСКО, у нас их 38, по-моему, да. Поэтому у нас есть научные кафедры, поэтому мне кажется, что наше сотрудничество находится на очень высоком уровне. В какой-то степени вы наш уникальный партнер. Вы работаете по всем ключевым, республика работает и успешно по всем ключевым направлениям деятельности ЮНЕСКО. И, в общем-то, это наши достижения. Мы фактически пользуемся тем, что делаете вы. Вот честь вам и хвала. Впрочем, не время расслабляться. В предварительный список всемирного наследия включены башкирские шиханы Таратау, Ярактау и Куштау, а также комплекс Воскресенского медиплавильного завода. Судьба геопарка может решиться уже этой осенью. В первой половине сентября наш геопарк Таратау будет рассматриваться для включения в список сетей геопарков ЮНЕСКО, где уже у нас Янгантау находится, он прошел ревалидацию, то есть у нас второй геопарк также будет рассматриваться, надеемся, тоже будет включен в список геопарков ЮНЕСКО, оно будет происходить в Чили. По сохранению наследия республики идет активная работа. Она продолжается и по линии ЮНЕСКО. Значимым событием станет открытие Евразийского музея кочевых цивилизаций, который закольцует уникальное культурное пространство, объединяющее историю, искусство и традиции кочевых народов. Алия Альтубаева, Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Руслан Галямов, Виктор Миренков. Итоги недели. Башкортостан в центре спортивных событий. В течение 3 дней на территории нашей республики проходила международная велогонка «Тур России». Сначала спортсмены соревновались в Чешминском районе, после переехали в Кармаскалинский, а уже накануне Уфа приняла заключительный этап турнира. Велогонка «Тур России» проводится во 2-й раз. Участие в ней принимают сильнейшие велогонщики страны. Ну а в этом году к ним присоединились спортсмены из Казахстана и Белоруссии. О том, как прошли этапы и какие впечатления остались у велогонщиков и гостей нашей республики, расскажет моя коллега Элина Юлдашева. Просторные живописные места всегда восхищают гостей нашей республики. Маршрут гонок охватил именно эти красоты. И неспроста Башкортостан был вновь выбран для проведения Тура России. Мероприятие проводится здесь 2-й год подряд.
Хоть и проводится гонка всего во второй раз, по сравнению с прошлым годом количество участников значительно увеличилось. Республику Беларусь представили 2 команды, а из Казахстана приехали 3 коллектива. В 2024-м нашу республику представляли всего 2 спортсмена. В этот раз на старт вышли 5 велогонщиков. Егор Хомяков из Башкортостана получил классификацию лучшего гонщика. И мы надеемся сохранить тех сильнейших, и добавятся новые подрастающие ребята, и мы будем выступать боевой командой, да, способной бороться за медали и за подиум. Тур России 2025 стартовал в Удмуртии, после чего спортсмены переехали в Башкортостан. Здесь ребята сначала сразились в Чешминском районе, после в Кармаскалинском, ну а самым грандиозным событием стал заключительный этап в Уфе. То, что международная многодневная гонка проводится именно в Республике Башкортостан, это не случайно. Башкортостан спортивный, Башкортостан любит на самом деле сегодня заниматься спортом, потому что мы еще раз говорим, да, что спорт – это выбор нашей республики. В заключительном 7-м этапе тура России велогонщики стартовали и финишировали в Парке Победы, а сама дистанция пролегала по улицам Комарова, Первомайской и на территории спорткомплекса «Биатлон». Всего участники преодолели 20 кругов по 7 километров. Терпим, работаем. Илюха, молодцы, работаем. Самой сложной частью уфимской трассы стал подъем от спортивного комплекса «Биатлон» до улицы Комарова. И, как признается двукратный чемпион мира по велогонкам Евгений Королек, вся дистанция показалась непростой. Несмотря на это, белорусский велогонщик стал обладателем зеленой майки, а это значит самым активным гонщиком тура России. Трасса была очень сложная, коварная. Я до этого эту трассу биатлонную видел, когда смотрел биатлон и болел за своих, скажем так. Но тут удалось проехать на велосипеде, да, очень тяжелый круг, очень много подъемов, спусков, техничный круг. Поэтому, да, сегодня все доезжали по одному практически. Гонка решилась реально по силам. Под бурные овации Ильяс Садыков из Москвы первым финишировал на заключительном этапе тура России. Сергей Куликов из Новосибирской области уступил Ильясу 40 секунд. Ну, это была очень сложная и напряженная гонка. Все 7 дней, все 7 этапов. Все благодаря команде в первую очередь. Они делали колоссальнейшую работу ради меня, ради общего блага. Вот. Спасибо большое организаторам, я бы также хотел сказать. Гонка проходит всего второй раз, но чувствуется высокий уровень. На следующий год организаторы велогонки планируют охватить не только Удмуртию, Башкортостан, но и Челябинскую область. Гонка прошла удачно. Самое главное – это позитивное настроение и оценка гонки. Это спортсмены, которые подтверждают, что в этом году она прошла более интересно и более красочно. Спасибо руководству республики, которое оказало такой праздник и такую встречу спортсменам. Так триумфально завершилась вторая международная велогонка «Тур России». За все дни спортсмены проехали 920 километров. Элина Юлдашева, Владислав Минязев. Итоги недели. Всероссийский слет любителей авиации, штрафы за граффити и концерт Госоркестра Башкортостана в Крыму. О тех событиях, без которых информационная картина уходящей недели была бы неполной, расскажет мой коллега Эмиль Пасареев. Ежедневно в Башкортостане производят десятки тонн кумыса. Информацией на своей странице в социальных сетях поделился Радий Хабиров. Глава республики отметил, что в регионе работают около 180 ферм, где делают кумыс. Башкортостан по производству целебного напитка традиционно занимает первое место в стране. Он становится важнейшим экспортным продуктом. Только в прошлом году почти 6,5 тысяч тонн производители отгрузили в Казахстан и Киргизию. Поддержку кумысоделов мы обязательно продолжим, отметил Радий Хабиров. Более 650 человек стали участниками образовательного форума «Асылташ» в Зилаирском районе. Мероприятие прошло уже в 8-й раз при поддержке фонда грантов главы республики. Мастер-классы, встречи с лидерами мнений, панельные дискуссии, семинары и интерактивные лекции. Среди ярких возможностей форума – грантовый конкурс от Росмолодежи. Его победители смогут получить помощь от государства на воплощение своих идей.
программе организаторы предусмотрели и спортивные состязания. Гонка батыров уже давно стала традиционным соревнованием, воспитывающим командный дух. Парни и девушки на время преодолевали препятствия разной сложности. В Госсобрании республики предложили снизить возраст ответственности за наркопреступления с 16 лет до 14. Инициативу о внесении поправок в Уголовный кодекс башкирские депутаты направили в Совет законодателей России. В пресс-службе регионального парламента пояснили, что динамика в сфере оборота запрещенных веществ тревожная. За год количество преступлений в сфере оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними, выросло в 6,5 раз. Преступники стали активно привлекать подростков, пользуясь их фактической безнаказанностью до 16 лет. Дети зачастую выступают в роли курьеров и закладчиков запрещенных веществ. А вот владельцам зданий в Уфе теперь придется внимательно следить за чистотой своих фасадов. Их начнут штрафовать за граффити на стенах. Штрафы планируют ввести в сентябре. Об этом сообщили в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации города. Собственники или арендаторы зданий должны будут содержать прилегающую территорию и фасады сооружений в надлежащем состоянии, входные группы в чистоте и исправном состоянии, а также удалять вандальные рисунки. Размер штрафа на граждан составит от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц до 15 тысяч, на юрлиц до 100 тысяч рублей. Госоркестр Башкортостана впервые выступил в Новом Херсонесе. Концерт главного коллектива академической музыки республики состоялся на Грифон-арене в Крыму, на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Это первый в России современный амфитеатр под открытым небом, рассчитанный на 1200 человек. Концерт под руководством главного дирижера Дмитрия Крюкова оркестр представил в рамках Большого фестиваля искусств в Херсонесе. Ярким акцентом вечера стал концерт для кларнета с оркестром, исполненный творческим коллективом вместе с генеральным директором оркестра Артуром Назиуллиным. Уроженец Стерлитамака Эрик Ахметов занял 3-е место на международном конкурсе молодых исполнителей «Славянский базар» в Витебске. Пройдя многотысячный национальный отбор в Москве, певец из Башкортостана был выбран единственным представителем от страны. Эрик также удостоился специального приза парламентского собрания Союза Белоруссии и России за лучшее исполнение эстрадной песни на славянском языке, высокий уровень исполнительского мастерства, большой вклад в развитие современной культуры и активное участие в международном конкурсе. Всероссийский слет любителей авиации в Кушнаренковском районе собрал более 7000 человек. В небе над аэродромом Первушина десятки пилотов продемонстрировали свое мастерство. В этом году организаторы приготовили для зрителей особенный подарок в честь 80-летия Великой Победы. В небе можно было увидеть самолеты времен Великой Отечественной, на которых воевали летчицы женского авиаполка. Слет прошел уже в 19-й раз, а в следующем году двойная юбилейная дата – 20-е авиашоу и 15 лет аэродрому Первушина. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До свидания.